Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие мои зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какой мужчина сможет сделать вас счастливой? Именно вам нужен мужчина для того, чтобы обрести свое женское счастье. И спросим, встретите ли вы такого человека, когда, как и как вы его узнаете. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах, о своих идеальных отношениях. И, конечно же, загадайте, встречу ли я идеального человека для отношений. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте, девочки, посмотрим, какой мужчина может сделать вас счастливой. Какой мужчина может подарить вам счастье? Встретите ли вы этого человека? Когда, как, при каких обстоятельствах? Как вы его... Ага, все вышло. Так, ну что, мужчина вам нужен непростой. Здесь явно непростой мужчина. Вы не только смотрите на любовь. Не только. Мои девочки, смотрите, вот у вас сердце вышло, видите, сердце. А здесь что у нас? Крыша. Крыша и сердце. Вам не только нужны слова яркие, любовные эмоции. Нет, вы на это не падки. Конечно же, как любой девочке хочется все это слушать, но не только это для вас важно. Для вас важна стабильность. Для вас важен человек, который может вас успокоить, который может подарить вам стабильные отношения. Пусть он не будет богач, пусть он не будет там супер успешный, но он должен быть спокойный, предусмотрительный, рассудительный и, самое главное, предсказуемый. Знаете, вот на этом песке, вот мое мнение, да, вот девушка вышла, вот чуть ли не вверх ногами висит, понимаете, вот уже голова вниз пошла. То есть вы пережили, ну просто 7 кругов ада прошли в своей жизни. Такие сложные люди были, такие сложные отношения. Либо кто-то, ну с детства, да, с молодых ногтей впитал какую-то неприязнь к мужскому полу. Возможно, отец там бушевал, возможно, какие-то истории страшные вы видели, может быть, отчим, да. То есть здесь испуг перед отношениями, испуг перед мужчинами. То есть кто-то вас реально запугал, причем конкретно запугал. Вы можете говорить, что да нет, на самом деле да. Почему вы несчастливы? Почему у вас нет половинки и пары? Да потому что страшно, а вдруг попадется опять какой-то вот диктатор, узурпатор, да, и все, и что я буду делать, куда бежать, где прятаться. Понимаете, вот многие девушки, женщины давно в одиночестве, давно чувствуют себя классно в этой ситуации, да, и типа менять я ничего не хочу. Конечно же, я хочу счастья, конечно, как все хочу семьи и всего, и друга сердечного, но если такой человек прямо сейчас перед вами появится, да, позвонит вам в дверь с цветами, с кольцом бриллиантовым, скажет: все, давай, выходи за меня замуж, поехали в медовый месяц на Мальдивы. Вы же откажете, вы же сразу ему раз и захлопнете дверь прямо перед самым носом. Понимаете, девочки, что происходит? Страх, испуг, вот это нужно снимать. Снимайте свой испуг, снимайте. Если есть у вас какие-то, не знаю, там... ну, бабушки, гадалки, я не знаю, бабушки, которые там отливки. Вот отливки хорошо снимают такой испуг, такого рода испуг. Все это нужно убирать. Вам счастье в жизнь не идет, заблокирована дверь, любовный канал закрыт, потому что испуг вот этот есть. Испуг, вы как, знаете, вот как седая бабка в душе. Вот извините за слово, но так вот я вижу. Прям трясущимися руками, понимаете? Вот такая ситуация. Так что, мои дорогие, вы настраивайте, во-первых, себя на позитив, во-вторых,
Постарайтесь это все себя снять. Кому-то могут помочь духовные практики, кому-то храмы, кому-то какие-то вот мантры, кому-то отливки помогут. Мои милые, все в ваших руках. Я вижу, что все это снимается, все это убирается. Это не венец безбрачия, это не какое-то там родовое проклятие, не проклятие черной вдовы. Нет, это именно ваш внутренний испуг, потому что вас, маленькую девочку, вот на потребу, понимаете, вас, ну как, все соки с вас выпили жизненные, понимаете? Вот как будто все счастье из вас забрали. Вот настолько сильно вы испугались. Момент был просто жуткий у кого-то. Вот какой-то один был жуткий момент, который у вас просто вот рухнуло все. Как будто сердце вниз ушло, в пятки ушло, оборвалось все. И вот вы, девочки, вот так живете и счастье свое никак найти не можете. Чем раньше вы снимете вот этот негатив в себя, ну негатив, испуг, да, я буду вот прямо говорить, это испуг, это не порча, не какая-то там... не какой-то морок, да, страшный. Это именно испуг. Испуг ваш, вы испугались. Вас очень сильно напугал мужчина. Это у кого-то муж бывший, у кого-то бывший там парень, сожитель, отец мог напугать там, не знаю, там дедушка, да, там случайно какой-то мужик на улице напугал. Вот что-то вы такое страшное увидели, понимаете, либо пережили что-то страшное. Поэтому эта ситуация у вас есть. Милые мои, снимайте, выходите. Вот вы уже вот прям просто уже вверх ножками перевернулись, понимаете? И все этот страх, он вас якорит, он вас, вот знаете, как на шее такая удавка у вас. Удавка к ней привязан вот такой огромный камень. И он вас все дальше и дальше утаскивает вот эту пучину страха. Милые, снимайте, все будет хорошо. Какая бы вы сильная ни была, какая бы вы там бойкая, стойкая вы не были, девушка, женщина, все равно вот этот страх, испуг, он мешает. Мешает и все. Вы можете пойти, не знаю, там 1000 мужиков побить, а если жить с кем, так испугаетесь. Вот что происходит, понимаете? Жаль, что вы так жить. Я просто вижу, что кто-то из девочек уже давно в таком состоянии живет, и уже даже, я не знаю, вопросы отпали, да, а будет ли оно счастье? Девочки, будет, милые мои, будет, обязательно будет, причем такое, что, и не знаю, там не сказать, не пером написать, да, ни в сериалах, ни в фильмах, ни в книжках, нигде такого не показано. Ваш мужчина, смотрите, вы в паре, видите, вот. Вы в паре. Причем, смотрите как, да, мужчина высокий, худой, вот сразу, да, видно его. И вы вот такая красавица в красивом платье. Вы друг друга за руки держите, вы друг другу смотрите в глаза, в лица друг другу смотрите. Над вами крыша есть. Кто эту крышу делает? Мужчина. Мужчина делает эту крышу. Хороший, стабильный мужчина вам в жизни, он идет, он вам прописан, он вам написан. Почему не встречаетесь? Да он рядом с вами ходит, понимаете? Где-то с вами рядом, может вашими дорогами, может дорогами в интернете, может общими с вами ходить. Но фишка в том, что вот этот испуг, страх не дает вам его заметить и рассмотреть. Мои милые, ну я верю в то, что вы у меня услышали, кто практиками, кто психологом, кто отливками. Поверьте, вот это вам поможет. Здесь именно нужен обряд на то, чтобы снять испуг. Да? Это может быть как и психоаналитик, да, психотерапевт хороший, может с вами поработать, снять этот испуг, может бабушка вам какая-нибудь отлить, может быть, вот я тоже делаю отливки, просто сейчас у меня запись очень, скажем так, жесткая, да, я не успеваю, я беру в месяц не больше, чем 20 человек, понимаете, я просто физически, да, не успеваю всех своих клиентов принять, я не гонюсь за деньгами и за хайпом, я больше, чем 2 человека вообще не могу принять, да, я стараюсь по максимуму выполнять свою работу. Поэтому кто вот где находится, везде, я знаю, везде есть люди, которые делают отливочки, испуг снимают. Вот вам, пожалуйста, идите, снимайте. Также, смотрите, может быть какие-то духовные практики, мантры, йога, вот что угодно, что вам по душе. Вот там вот снимайте. Посещение святых мест тоже может помочь. Милые, не сидите. Вот мужчина, еще раз говорю, вы его не встречаете, потому что у вас этот испуг сидит, он вам мешает. Глаза вам ваши закрыты. Понимаете, вот, ну как пелена. Вы не видите и все. Почему не видите? Да потому что он к вам приблизится, а вы от него убежите. Убежите, как от черта от ладана. Вот такая идет ситуация. Мои милые, все. С этого дня вот прям займитесь этим вопросом, еще раз говорю,
Как хотите, какой способ вы себе выберете, какой вам удобно, этим занимайтесь, у вас все получится. Хороший мужчина есть, он с вами рядом ходит, он одним с вами воздухом дышит, да, в одном времени с вами живет. Вас разделяет именно этот страх. Как только вы снимете этот испуг, во-первых, вам захочется и счастья, и любви, почувствуйте себя свободной, счастливой, раскрепощенной. Вот момент, когда вы почувствуете, что испуг с вас сошел, да, захочется вам драйва, захочется вам отдохнуть, повеселиться, не знаю, вот куда-то вот прям вырваться, да, куда-нибудь там на отдых, в клуб, да куда угодно. И, кстати, не важно, сколько вам лет. Вот прям ощущение, да, хочу жить, хочу дышать полной грудью. И вот с этого момента запустится таймер, и мужчина обязательно, мужчина к вам сам придет, он на вас выйдет, он, понимаете, он давно уже вас ждет. Этот мужчина уже даже, девочки, заждался реально. Вот он сам на вас выйдет, и отношения у вас как-то вот так легко начнут строиться, быстро, легко. Ну, прям не знаю, да, как-то вот как на стреле любви полетите, понимаете? Да, да. Птичка хорошая, смотрите какая. Весточки будут вам слать. Прям будет вам, я не знаю, там и день, и ночь писать, там и доброе утро, и покушала, и приятного аппетита тебе, и там, а ты не по погоде ли ты оделась, не замерзла ли ты, и что делаешь, и приятного тебе аппетита опять, и 5-10. Будет вообще вас, мужчина этот, не знаю, тут, я не знаю, 24/7 его присутствие. Даже когда он не рядом, он все равно вас все время в вашей жизни присутствует, понимаете? Вот такой момент происходит. Да. И, кстати, чтобы вы понимали, когда вы с себя вот этот негатив снимете, у вас тут еще и бывшие активизируются. Я просто вижу бывших, которые тоже будут к вам тут свои подкатывать причиндалы. Слушайте, но вам, кстати, сразу вот вы снимете этот испуг, сразу станет понятно, почему отношения не строились. Вот прям, знаете, как раз и осенит, да, почему отношения не строились. Я не могу сказать, что все ваши бывшие какие-то плохие, непотребные мужчины. Нет, тут как бы, знаете, и там, да. И у вас что-то было не то с этим вашим испугом, и мужчина тоже как-то неправильно реагировал. Но тем не менее, как случилось, так случилось. Я вижу, что с кем-то вы даже очень хорошо поговорите, и с этим человеком даже вот какую-то связь будете поддерживать, но не любовного толка, а скорее всего какого-то дружеского, приятельского. Вот. Мужчина, который к вам идет, ну, он вас полностью обеспечит с ног до головы. И я не имею в виду только материальную сферу жизни, я имею в виду вообще вот забота. Он вас окружит заботой. Вот он стоит, видите, зонтика над вами держит, даже вплоть до этого. И будет вас встречать, и провожать, и может и готовить для вас, и кофе в постель делать, и всячески вас ублажать, и там, не знаю, там массаж стоп, возить вас по всяким разным местам. То есть, ну, будет прям жить для вас, понимаете? Жить мужчина будет для вас. Мужчина хороший. Да, немножечко такой спокойненький, да, он не, знаете, не эмоциональный, вот не прет из него эта эмоция. Он спокойный, он уравновешенный. Конечно, есть у него тоже какие-то негативные моменты, как не бывает без негатива, да, но они приемлемые, понимаете, они приемлемые, это не что-то там сверх нормы. Нормальный человек, нормальный, абсолютно хороший мужчина к вам идет. Снимайте свой испуг, и все будет у вас замечательно. Мои дорогие, счастья вам, поскорее избавиться от этой гадости и поскорее вступить в новую счастливую жизнь. На этом мое гадание закончено. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.